Казалось бы, какое простое блюдо, но блин, до чего же это вкусно! Всем привет, ребят! Сегодня готовим быстрый перекус из крабовых палочек и сыра. Итак, для начала мы берем твердый сыр, отрезаем от него пластинку, примеряем его к крабовой палочке. Нам нужно так, чтобы сам сыр был не длиннее, нежели сама крабовая палочка. И нарезаем полосками примерно 5 на 5, 7 на 7 мм. Вот такую горку я уже приготовил. Ну и вот посмотрите, сыр у вас должен получиться вот такими вот ломтиками. Ну а затем мы берем крабовую палочку и нам ее нужно раскрутить. Ребят, в этом случае на крабовых палочках экономить не стоит. Потому что если возьмете очень дешевый продукт, вы не сможете его аккуратно раскрутить. Ну а затем мы берем один ломтик сыра и нашу крабовую палочку сворачиваем обратно рулончиком так, как она была. Но внутри у нас уже получается есть сыр. И с остальными крабовыми палочками, те, что вы для себя приготовили, делаем все точно так же. Но хочу сразу же вас предупредить, если вы приготовили для себя 10 штук, умножайте сразу же эту цифру на 2, потому что это очень обалденное блюдо у вас получится в итоге. Ну а дальше нам осталось приготовить всего лишь кляр. Берем 2 куриных яйца, добавляем соль, перец по вкусу, 2 столовые ложки молока или кефира, 3 столовые ложки с горкой муки. И я еще добавил сюда 1 столовую ложку соевого соуса. Если же у вас соевого соуса нет, можно не добавлять. Ну а затем я беру вилку и перемешиваю все до однородного состояния. Все нужно вымешать так, чтобы из муки не осталось ни одного комочка. Дальше берем этот кляр, берем крабовые палочки, хорошенько обволакиваем их в кляре и отправляем на сковородку для прожарки. Прожаривать, ребят, нужно с каждой стороны где-то примерно по 1,5 минутки на среднем огне. Но я повторяюсь еще раз, что нужно следить за своей плитой, потому как у каждого плита печет по-разному. Смотрите, чтобы оно у вас не пригорело. И после того, как обжарили, снимаем все на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Смотрите, в разрыве сыр хорошо расплавился, сыр здесь еще тянется, очень вкусно получается все. И после того, как я попробовал вот эту вот штучку, ребят, это просто обалденно. Это такой вкус, но я не могу вам передать это словами, и камера вам вот этого всего не передаст. Рекомендую вам вот это все попробовать и самим убедиться, что это просто обалденное блюдо. Ну вот и все, ребят. Кому понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. И всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.